В большой семье Васильевых 5 детей. Пока глава семейства на работе, старшие дети помогают маме Марии по дому и в огороде. Многодетные родители берегут каждую копейку. Дом с печным отоплением требует больших затрат. Да и всех детей надо подготовить к осени. Да, у нас очень много уходит. У нас в основном на детей, на еду. Ну, сейчас дрова 5000 стоит. Ну, мы где-то раза 3 покупаем в месяц. Семья Васильевых – одна из тех, кто попадает в категорию особо нуждающихся. Именно таким семьям в первую очередь и будет оказана помощь. С 1 июля в Якутии вступил в силу указ о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан. Одним из основных положений документа стало упрощение механизма получения субсидий. Малоимущая семья, какая могла получить поддержку? Это та, которая близко жила, допустим, от районного центра. Сейчас граждане получить поддержку могут именно на местах, то есть там, где они проживают. Только по линии Минтруда на выплаты заложено 210 миллионов рублей. Чтобы помочь гражданам выйти из сложной ситуации, поддержку могут оказать не только в денежном варианте. Для полноценной помощи, кроме Минтруда, могут подключиться и другие министерства. Министерство спорта, Министерство культуры, они предусматривают меры поддержки, как бесплатное посещение объектов культуры, объектов спорта на бесплатной и на льготной основе для детей из многодетных семей. Размер единовременной помощи будет составлять от половины до 1 прожиточного минимума. Еще одна мера поддержки, которая активно реализуется в Якутии, это так называемый социальный контракт. Малоимущие граждане организуют личные подсобные хозяйства. В этом случае размер соцвыплаты заметно больше – от 110 до 150 тысяч рублей. Сейчас специалисты муниципалитетов завершают составление списков и формируют комиссии, которые и будут определять наиболее нуждающихся якутян. Первые выплаты по указу о социальной поддержке граждан должны начаться уже в августе. Анна Лебединская, Василий Соловьев. Вести, Якутск.